моя дорогая дочь, моя любимая дочь, я прихожу к тебе с посланием, наполненным спокойствием, безопасностью и ясностью. Даже сейчас, в этот момент, я послал ангела, чтобы он присматривал за тобой, пока ты спишь, и передавал тебе слова любви, написанные моей рукой. Пусть эта ночь послужит убежищем для твоей утомленной души, возможностью глубоко отдохнуть, зная, что ты крепко укачан в моих объятиях. Почувствуйте нежную ласку воспоминаний, танцующих в ваших снах, снова пересекающих путь надежды, куда не смеют идти боль и страх. Восхваляйте меня и провозглашайте свою непоколебимую веру, потому что, когда наступит рассвет, каждая тень рассеется, уступив место мужеству и уверенности. Проснувшись, ты почувствуешь мою любовь на рассвете, целующую твое лицо и вызывающую улыбку. Я всегда внимателен к желаниям твоего сердца, сохраняя постоянную бдительность. Спи всю ночь в моих нежных объятиях, ибо скоро твои глаза увидят благословения, которые я приготовил для тебя и твоих близких. Дни слез подходят к концу. Сегодня день радости и освобождения, даже ангелы счастливы, ведь ты отдала мне свое сердце, ответив на мой зов. Как солнце встает каждый день, так и ваша жизнь. Прошлое ушло, и ваше будущее сияет ярко. Если вы твердо верите в мои слова, покажите это в комментариях, написав «Я верю в Тебя, Господи». Все, что украдено, вернется старицей. За каждый добрый поступок и бескорыстную заботу, проявленную вами к бедным и нуждающимся, вы будете щедро вознаграждены. Несмотря на клевету и нападки, ваша работа будет процветать и процветать. За каждый час, потраченный на служение себе и другим, не думая о награде, я продлю ваши годы и обновлю ваш дух, обновленный страстью к жизни. Эти обещания, уже присутствующие в духовной сфере, ждут, чтобы вы востребовали их сейчас. С этого дня посвящайте свои первые мгновения нашему общению. Затем двигайтесь вперед с верой, чтобы ходить в благословениях, приготовленных для вас. Не позволяйте никому смущать вас. Я вижу тех, кто восстает против крови, купившей их с гневом взирающих на ваше процветание. Если они не покаются, они решили остаться врагами. Держитесь на расстоянии от тех, кто причиняет вред своими словами, взглядами и действиями, разрушает семьи и маскирует зло добродетелю. Модифицируйте доктрины в соответствии со своими желаниями. Если вы хотите услышать мой голос, просто откройте страницы моего слова, читая его с верой, надеждой и непоколебимой преданностью. Пусть радость наполнит ваше сердце, и пусть сила обновит ваш дух. Сегодня вы просыпаетесь с новой жизнью, свободной от беспокойных ночей и мучительных снов. С этого момента ваш разум будет свободен, а сон спокойным. Проклятия врагов не смогут до вас добраться, а их ловушки лишь запутают вас. Я тщательно слежу за каждым вашим моментом, как когда вы отдыхаете, так и когда бодрствуете. Мои ангелы окружают тебя, обнажая мечи, чтобы защитить тебя. Теперь у вас есть возможность ходить по змеям и скорпионам, невосприимчивым к их яду. Из моей руки ищи меня в молитве и в священных писаниях. Поклонитесь мне в ноги за ежедневное руководство, веру, благосклонность и защиту. Те, кто противостоит вам, будут унижены и никогда больше вас не побеспокоят. Узнай, что вера в меня означает силу, честь, честность и истину.
Ваш пример побудит многих людей более серьезно относиться к духовной жизни. Иди твердо, устремив взор в небо, не обращая внимания на тех, кто насмехается над тобой. В моих руках он крепок и надежен, никакие препятствия не помешают вашим шагам. Не обращайте внимания на угрозы и насмешки. Если подчиниться, страх может найти повод причинить реальный вред. Сохраняйте уверенность и не пугайтесь ненавистников. Ваши усилия против вас найдут меня на вашем месте, и трусость будет обнаружена разоблачающим светом. Имейте веру, ибо вы уже победили, живите в мире, не думая о тех, кто слеп к вашей преданности. Держись за мою любовь, тебя не постигнет никакой вред. Каждый день просыпайся обновленным в радости и уверенности, переложив на меня все свои заботы. Мои ангелы останутся рядом с тобой, а я и моя небесная армия никогда не устанем осыпать тебя любовью. Помни мою верность, ничто не разлучит тебя со мной, ни высота, ни глубина, ни ангелы, ни демоны, ни какая-либо сила. Ничего во всем творении. В моей силе ты будешь продолжать путь жизни, получая все блага, которые я изливаю на тебя, пока не достигнешь полноты своего предназначения. Хотя могут возникнуть беспокойства, не позволяйте им украсть ваш сон и покой. Никакой диагноз, никакая угроза не должны вызывать страх. Ваша жизнь и благополучие в моих руках, ваше будущее обеспечено. Однако давайте не позволим страху парализовать и помешать действию. Прислушайтесь к этим обещаниям сейчас и наберитесь мужества. Прежде всего, проводите время в моем присутствии, выражая каждую просьбу и беспокойство. Я желаю очистить тебя, простить тебя и облегчить ненужное бремя покаяния, которое мешает тебе. Я буду процветать и умножать благословения каждый раз, когда мы встретимся. Моя помощь принесет успех во всех твоих начинаниях, но сосредоточься на задачах, которые я тебе поручаю, и пусть ничто не отвлекает тебя от моей воли. Вы все еще не понимаете, что одно единственное слово веры вызывает немедленное исцеление, возвышение и освобождение. Правильно, реши сейчас полностью поверить, что моя любовь может полностью изменить тебя. В комментариях славьтесь написанием громкой «Славы Богу» через терпеливое руководство и мои заповеди. Я обращаю скорбь в радость, я искупаю потери и я процветаю. Путь твой упорядочен, хотя некоторые могут проявить неблагодарность за бескорыстную любовь. Я все вижу и записываю каждое действие для твоей пользы. Я с вами, вокруг вас огромная поддержка, видимая и невидимая. Армии небесные готовы даровать победу и возглавить путь. Многие молятся за тебя, произнося передо мной твое имя. Да, ради тебя я умер и воскрес, чтобы ты мог иметь жизнь, свободу и спасение. Искупление от греха, мир и счастье, несмотря на испытания этого мира. Благословляю тебя, все будет хорошо, ты будешь спокоен и завтра проснешься обновленным с мужеством, снова будет светить солнце, тени не будут преобладать. Сын мой, дочь моя, молчи и знай, что я Бог, буду вознесен среди всех людей и народов, слава и честь мне. Ты прекрасна, избранная, чтобы нести мой образ. Я улыбаюсь вам с восторгом, стремясь осыпать вас обильными благословениями, которым суждено достичь вас. Прими радость и покой, мой любимый сын, моя любимая дочь. Я хочу раскрыть силу, заложенную в моей крови, благословение
предназначенное для вашей семьи. Хотя это может привести к мгновенным изменениям, я ценю вашу искренность и стремление к росту. Приятно видеть, что прилагаются усилия, чтобы заявить о уже достигнутой победе. Обещаю, что ты поверишь моим словам, если поверишь всем сердцем, без колебаний и сомнений. Продемонстрируйте это в комментариях, написав «Верую Господи». Каждое утро посвящайте себя поиску моего лица, открывая глаза новым чудесам, которые мало-помалу возникают вокруг вас. Пришло время, познай меня полностью, встреть меня всем своим сердцем. Мой драгоценный сын, моя драгоценная дочь, я предлагаю полную трансформацию во имя Иисуса. На каждую молитву будет дан ответ. Ваша непоколебимая вера привлекла мое внимание. Я хочу осыпать вас новыми начинаниями, полными радости. Они ждут тех, кто выбирает твердую уверенность. Направляйте мои слова к желающим сердцам и терпеливо принимайте каждое благословение в свое время. Подобно тому, как рождение ребенка занимает 9 месяцев, а семенам требуется, чтобы земля была расколота, прежде чем они прорастут, так и у ваших благословений есть период развития, предназначенный для вашего блага. Я вижу, вы понимаете эту истину. Не теряйте надежды, но держите взгляд на горизонте, рассматривая один день за раз. Примите поток без страха, ибо этот путь ведет к еще большим благословениям. Я стремлюсь окружить вас людьми и ресурсами, способствующими росту. Иди со мной, ибо никто не может победить или осудить, никакое обвинение не преобладает, ибо я защищаю тебя. Если бы вы только могли видеть небесных воинов рядом с вами, видеть свет, освещающий ваш путь, препятствия, падающие на вашем пути, вы бы воспринимали чудеса, проблески неба, касающегося земли. Моя сила может изменить миры, движимая непоколебимой верой перед лицом земного хаоса и любовью к себе, способной выдержать бури. Я восхищаюсь этой мужественной верой, поэтому отвечаю, когда вы звоните мне ежедневно. Меня ждут вас новые послания любви, постоянная приверженность среди меняющейся волны проблем. Моя любовь остается твоим щитом от задач. Знай, что тебя любят, но мне не терпится услышать, как ты с любовью скажешь в комментариях: «Иисус, я тоже тебя люблю» в ответ. Благословения упадут, а процветание устранит боль и разочарование, угрожающие вашему пути. Мои слова приносят исцеление, прогоняют тени депрессии, возрождают давно дремлющие мечты, которые теперь снова оживают внутри вас. Прямо сейчас я меняю мышление и взгляды. В течение некоторого времени я руководил вашими шагами, подсказывая определенные решения. Не теряй надежду. Я сверхъестественно направляю твой путь, выпрямляя его, возвышая божественной дисциплиной, освобождая от вредных уз. Я раскрою правду о предательстве и устраню тех, кто токсичен для вашей души. С сегодняшнего дня я претендую на самое высокое место в твоей жизни. Не позволяйте одобрению других диктовать вашу личность и направление. Моей милости достаточно, чтобы удовлетворить. Я избавлюсь от притягательного соблазна насилия, открою вам глаза и поймите, что вам не нужны негативные связи, чтобы добиться успеха и прогресса. Ваша сила придет изнутри, из источника мудрости, которую я изливаю на вас. Ты решил обнять меня, несмотря на все недостатки. Оно выводит вас наружу, обреченного, но с еще одним шансом.
Теперь оставьте позади себя эти привычки, эти душевредные узы. Вы не пропустите их. Сегодня ты возродишься. Я наполнил твое сердце нежностью. Я изменю твое имя на секретное имя, чтобы быть близким со мной. Когда рассвет осветит землю, я назову тебя этим новым именем, и твоя душа бросится навстречу мне. Потому что я собираюсь приблизить тебя. Времена года теперь меняются, принося с собой одно добро за другим. Если на пути возникнут новые трудности, не бойтесь, потому что я помогу вам преодолеть их все. Вы и ваша семья любимы, защищены и отмечены благосклонностью в этом новом году. Заявите о смелой вере в меня и напишите в комментариях «Моя вера нерушима». Прошлой ночью, борясь с воспоминаниями, чтобы заснуть, я увидела его и обрадовалась. Я был тронут тем, что стал свидетелем одного из своих собственных, изо всех сил пытаясь вспомнить щедро подаренную любовь, предоставленный второй шанс. Даже когда я утомлен, я ценю эту благодарность. Святилище, сотворенное для меня в твоем сердце, нерушимая вера – это не просто табличка, приклеенная на стену. Это живой огонь, очищающий от ядов, укрепляющий решимость преодолевать препятствия, утешающий в печали, предлагающий бальзам раненым, повсюду распространяющий весть об искупительной любви. Эта вера оживляет слова, которые формируют миры, движения, свергающие империи зла. Будьте вооружены для боя, ни один враг вас не сожрет. Крепитесь к моей бесконечной и неизменной любви к горным вершинам, ослепляющим солнце, или к долинам, окутанным тенью. И во времена радости, и во времена печали моя любовь остается твоей спутницей во все времена. Да, я желаю твоей любви в ответ. Предложи мне все свое сердце, устреми свой взор на путь послушания, который не ведет к концу. Ищите и смотрите, я разместил их в пределах вашей досягаемости. Вам нужна сила. Мое слово дает вам живую воду, о которой вы так мечтаете. Вера открывает путь в потусторонние миры, ожидающие своего исследования. Эти чудеса будут влиять на множество людей через вас, пока вы остаетесь верными. Вы и ваша семья в безопасности в моих руках. Позволь мне утешить тебя. Я вижу слезы и знаю печаль. Я радостью тебя, Адену, крепко заключу в свои теплые объятия. Вся горечь растает, когда я окуну тебя сладостью привязанности. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя лучше, мой драгоценный сын, моя драгоценная дочь. Сегодня кажется, что я нужен тебе больше, чем когда-либо, но я не требую ничего, кроме твоего доверия. Даже если раны глубокие, будьте уверены. Я приношу целебный бальзам. Я ценю, что вы включили меня в свои комментарии. Разговор со мной имеет большее значение, чем красноречие или приветствие. Просто поговори со мной от всего сердца, раскрой, кто ты есть. Эта искренность значит больше. Говоря о вере, размер маленького горчичного зерна может свернуть горы. В тронном зале исполняются надежды и формируются судьбы. Именно оттуда я посылаю мир, чтобы успокоить ваш разум и раскрыть глубину моей любви. Я понимаю вашу борьбу и буду реагировать согласно божественной воле, работая во всем ради вашего блага. Когда волны страха или беспокойства пытаются захлестнуть вас, вспомните истину и смело заявите: Бог,
мой Отец, мой пастырь, мой руководитель и мой поддерживающий. Он всегда приходит мне на помощь. Он уже готовит спасательную операцию. Твердо стойте на этом избранном для вас пути, отвергая отвлекающие факторы, сосредоточившись на судьбе, которой я направляю. Скоро наступит еще один день, полный бессмысленных фантазий, которые попытаются вас отвлечь. Но наполнитесь истиной и оставайтесь стойкими. Никто не сможет сбить вас с пути, ибо я заранее подготовил вас к такому времени, как это. Изгоните токсичные мысли и подавляющие сомнения. Я не только удовлетворяю ваши потребности, но и глубоко забочусь о эмоциях вашего сердца. Тщетные обещания мира не могут сравниться со сверхъестественным покоем духа, который я предоставляю. Я услышал твой крик о помощи, я нашел тебя в обожании, когда ты вскрикнула в отчаянии. Мой дорогой сын, моя дорогая дочь, не бойся. Тот, кто внутри вас, больше. Мы идем по этой жизни вместе, рука об руку. Мой любимый сын, моя любимая дочь, я услышала крик твоего сердца о помощи, и уже сейчас к тебе прибегает облегчение. Готовьтесь с распростертыми объятиями принять радость чудес, совершенных специально к этому дню. Вас ждет поистине благословенная судьба. Если вы готовы, покажите это в комментариях, написав «Я готов, Господи». Вы преуспеваете благодаря дисциплине. Придерживайтесь этого курса, позволяя священной истине полностью трансформировать разум, волю и эмоции. Хотя было трудно изменить направление в зависимости от окружающих приливов, вы выстояли, настроив свои паруса так, чтобы плыть с божественными ветрами, которые теперь несут вас. Я приветствую это изменение отношения, поскольку вы все больше и больше подчиняетесь моей преобразующей силе. Помните, я всегда присутствую, никогда не отдален, всегда готов направлять, поддерживать и направлять, точно так же, как звезды на своем месте в просторах Вселенной. Я также думал о тебе с начала мира. В тишине твоего сердца ты кричал, и я слышал каждый удар твоего сердца. Для меня эта мелодия и ее глубочайшие стремления не являются тайной для моего понимания. Путешествие, которое вы предпринимаете, наполненное светом и тенью, находится под моим бдительным оком. Вы более драгоценны, чем драгоценности, спрятанные в земле, и ваш путь покрыт благословениями, которые еще предстоит проявить. Я архитектор ваших дней, скульптор вашей судьбы. В каждый момент я тесно вовлечен в полотно вашей жизни, сплетая нити опыта, одни из которых учат, другие восстанавливают. Чудеса, которые я совершаю, видимые и невидимые, созданы специально для вас и направлены на создание светлого, обнадеживающего будущего. Пусть эта истина найдет отклик в вашей душе. Я действую неустанно в твоей жизни. Когда вы гуляете каждый день, знайте, что я рядом с вами, постоянный спутник. Мое присутствие подобно сильной и несокрушимой крепости, защищающей тебя от бурь, обрушивающихся на тихие уголки твоей жизни, где сохраняются сомнения и страхи. Я здесь превращаю разочарование в радость, воплощаю в жизнь мечты, которые кажутся далекими. Прими эту радость, сын мой, дочь моя, и пусть она станет маяком во тьме. Если вы согласны, покажите это в комментариях, написав «Я принимаю это». Подумайте, мои возлюбленные, о необъятности Вселенной,
о бесчисленных звездах, каждая из которых свидетельствует о моей работе. Но среди этого величия именно ты, мой драгоценный сын, моя драгоценная дочь, пленяешь мое сердце. Я не переставал работать над твоей жизнью. Каждый ваш шаг упорядочен, каждое решение заключено под моим руководством. Моя рука формирует ваши путешествия, формируя ваш характер через невидимые испытания и триумфы. Я организую симфонию событий, совмещая обстоятельства и встречи, чтобы обеспечить ваш рост и счастье. Моя любовь к тебе бесконечна, превосходя границы времени и пространства. Я ваш кормилец, ваш защитник, ваш верный проводник, когда вы преодолеваете сложности жизни. Я здесь, чтобы предложить мудрость, убрать препятствия с вашего пути и осветить путь вперед. Те, кто противится твоей судьбе, найдут смятение, ибо мои планы относительно тебя непоколебимы. Двигаясь вперед в предстоящие дни, не поддавайтесь страху или неуверенности. Держитесь, ибо я с вами могучий и непобедимый, как пастырь, охраняющий свое стадо. Я твой бдительный защитник, твой целитель и твой самый верный друг. Обещания, которые я дал вам, верны, как рассвет, и они сбудутся в изобилии. Условия для ваших нужд часто будут сделаны так, как вы меньше всего ожидаете. Ваше сердце переполнится благодарностью, и ваши уста будут петь хвалебные песни. Терпение, сын мой, дочь моя, вот ключ. Не позволяйте нетерпению затуманить ваше видение или замедлить вашу веру. Оставайтесь погруженными в мое слово, и вы увидите, как развивается моя воля, совершенная и приятная. Несмотря на борьбу и неудачи, несмотря на моменты сомнений и отчаяния, мои планы относительно тебя не будут сорваны. Вы вступаете в период процветания и освобождения, время, когда ваша непоколебимая вера будет вознаграждена чудесами, превосходящими ваше воображение. Я изливаю благословения в вашу жизнь и призываю вас принять их с открытым сердцем. Покажите свою готовность их обнять, написав в комментариях «Принимаю, Господи». Щедро поделитесь этими благословениями и позвольте своей жизни стать маяком надежды и любви для других. Помни, сын мой, дочь моя, странствуя по этому миру, ты встретишь души всех видов. Каждый человек, которого вы встречаете, это уникальное отражение моего творения, заслуживающее уважения и доброты. Приветствуйте их от всего сердца, полного любви, улыбайтесь с искренним теплом, ведь в этих маленьких добрых делах вы отражаете мою любовь к миру. Послушайте мой совет, данный на основе вечной любви и мудрости. Люди, которых вы встретите сегодня, мимоходом или благодаря важным встречам, возможно, снова встретятся вам на пути при еще неизвестных обстоятельствах. Доброта, которую вы проявите сейчас, станет ключом, который откроет будущие возможности и отношения. Будьте осторожны, не судите по внешнему виду, а рассматривайте каждого человека как ценную часть моего творения. В общении, будь то с теми, кто облечен властью, с теми, кто обладает ресурсами, или с теми, кто, несмотря на свои страдания, демонстрирует смирение и благодать, не унижайте их. Каждый, кого вы встречаете, играет роль в вашей истории, а вы в их. И если вы найдете возможность помочь, сделайте это от щедрого сердца, потому что, поступая так, вы можете приветствовать ангелов, даже не осознавая этого, и благословения, которые вы даруете, вернутся к вам в умноженном виде.
Иди с победой, любимый сын, любимая дочь, веди других примером своей жизни, погруженной в мое слово и истину. Вы больше, чем победитель, вы маяк света в мире, часто теряющимся во тьме. Вы получаете поддержку небесных миров с легионами ангелов, которым поручено охранять и защищать вас. Держитесь за это знание, и пусть оно наполнит вас непоколебимым чувством собственного достоинства и безопасности. Я выбрал тебя еще до того, как ты родился, ради такого момента. Твое существование не случайность, а осознанный акт моей любви. Я поместил вас в это время, в это место с целью, достичь которой можете только вы. Я с нетерпением жду того момента, когда вы примете свое призвание, встанете и примите на себя миссию, которую я поставил для вас. Дни моего пришествия приближаются. Однако не позволяйте сомнениям затмить ваше видение. Ты мой любимый, созданный с намерением и полный потенциала. Даже если любовь других ускользнула от тебя, знай, что моя любовь к тебе превосходит всякое понимание. Я хочу, чтобы вы доверились мне, мужественно встали и стали получателями благословений, которые я изливаю на вас каждый новый день. Каждое утро – это возможность для откровения и роста. Когда ты откроешь глаза, ищи моего присутствия, и ты раскроешь мои планы. Я наполню тебя мудростью и пониманием, раскрыв тебе сложный путь, который привел тебя к этому моменту. Когда зависть и злоба попытаются затуманить твой разум, не поддавайся страху. Во времена слабости или болезни призови меня, ибо я твоя сила и твой целитель. Когда ты устанешь, помни, что я живу внутри тебя. Твой разум – храм моего священного присутствия. Я никогда не брошу тебя и не уйду от тебя. Вы никогда не одиноки. Не позволяйте своим эмоциям обмануть вас, они приходящие, как проплывающие облака. Мое присутствие в твоей жизни постоянно, неизменно от вчера до сегодняшнего дня и во всех твоих завтрашних днях. Моя любовь к тебе остается твердой, укорененной в зыбучих песках времени. Если вы тоже любите меня всем сердцем, дайте мне доказательство своей любви в комментариях, написав «Я люблю тебя, Господи». Открывай глаза больше каждый день, поскольку я постоянно открываю новые измерения моей любви к тебе. Вы окутаны благодатью, превосходящей обычные, божественной милостью, которая окутывает вас. Желания твоего сердца, эти шепчущиеся молитвы и молчаливые надежды я знаю, и в свое время они сбудутся. Встань, мой защитник веры, прими каждый день знанием моей бесконечной любви к тебе. Эти слова, которые я говорю, не просто эхо, они суть мир и комфорт. Пусть они находят отклик в твоем сердце, каждое письмо свидетельства моего присутствия рядом с тобой, как отец ласкает любимого сына или дочь. Я успокаиваю ваш разум, облегчая ваши тревоги и страхи. Ты никогда не один, мой дорогой сын, моя дорогая дочь. В моих объятиях нет вреда. Придет к вам. Найдите утешение в этой безопасности и позвольте миру быть вашим постоянным спутником. Закрой глаза и отдохни в моем присутствии. Не надо слез, твои молитвы доходят до меня не только на словах, но и в глубокой тишине твоей души. Мой ответ – бальзам для вашей души. Я противоядие от твоих тревог, утешение в минуты боли. Мои объятия –
– это убежище, место спокойствия и безмятежности. Побудь здесь еще немного, еще не время уходить. Я надеюсь, что ваша душа выйдет окрепшей и подготовленной к предстоящему путешествию, будь то долины, омраченные трудностями, или пересекающие пустыни без проблем. Знайте, что вы окружены и защищены. Моя любовь к тебе вечна, щит днем и путеводный свет ночью. Почувствуйте это, примите это, поверьте. Мой Святой Дух окружает вас любовью, защищая от опасностей этого мира. Хотя могут возникнуть испытания и невзгоды, вы находитесь в мире. Ваше доверие к моему слову укрепляет вас, и ваша личность защищена во мне. У вас непоколебимая убежденность, уверенность в том, что вы преодолеете любое препятствие. Сегодняшний день знаменует собой поворотный момент, конец многих лет трудностей и страданий. Я здесь, чтобы избавить ваше сердце от бремени обиды, печали, вины и сожаления. Эти эмоции вскоре исчезнут и станут далекими воспоминаниями, на смену которым придет глубокое понимание твоей ценности для меня. Если бы вы могли полностью понять степень вашей ценности для меня, ваша радость не знала бы границ. Я готов вселить это глубокое убеждение в ваше сердце, гарантируя, что никто не сможет обескуражить или украсть вашу веру. Моя просьба к вам проста, но глубока. Каждый день считайте свои благословения. Благодарите за дыхание жизни, за любовь семьи и друзей, а также за продукты, украшающие ваш стол. Откройте глаза на окружающий мир, и вы откроете для себя множество благословений, некоторые из которых кажутся небольшими, но чрезвычайно важными. Будь терпелив, сын мой, дочь моя, и со временем ты распознаешь и оценишь эти дары. Поднимите руки к небу в знак благодарности, ведь каждый день – это подарок, новый холст, на котором можно нарисовать свой жизненный путь. Каждый рассвет приносит новые поводы для радости и процветания. Я дал тебе силу выбирать радость вместо отчаяния, преодолевать жизненные испытания. Не позволяйте другим сеять сомнения или красть вашу радость. Ваша помощь исходит от меня, вашего вечного Бога. Божественная помощь потечет над вами, как освежающий водопад, омолаживая ваше тело, возбуждая ваш разум энтузиазмом и наполняя вашу душу небесным покоем. Если вы действительно этому доверяете, покажите свою уверенность в комментариях, написав «Я доверяю тебе, Господь». Этот мир наполнит вашу жизнь смехом, вдохновением и откроет мечты, которые вскоре воплотятся в реальность. Погрузитесь в мое слово, слушайте мой голос каждый день. Откройте свои священные писания, погрузитесь в их мудрость, и мой Святой Дух направит вас к истине. Будьте осторожны с теми, кто хвалится великими откровениями, пытается манипулировать вашей жизнью с помощью ложных пророчеств или пытается контролировать вашу волю. Во времена сомнений обратитесь к молитве, и мой Святой Дух, ваш утешитель во всех обстоятельствах, откроет вам, что я, ваш Небесный Отец, ваш высший защитник, и что никто не может причинить вам вреда. Провозглашайте эту истину и верьте ей всем своим сердцем, мой дорогой сын, моя дорогая дочь. Двигаясь вперед по жизни, помните эти слова. Пусть они будут светом на вашем пути и проводник для вашей души. Я всегда с тобой, с каждым шагом, с каждым вздохом, с каждым ударом сердца. Ты мой любимый сын, моя любимая дочь, и в тебе я нахожу безмерную радость и гордость.
Иди в этой истине, купайся в моей любви и знай, что ты никогда не одинок. Я твой Бог, твой Создатель, твой вечный Отец, и говорю тебе со всей любовью Вселенной, ты любим безмерно. В бескрайних царствах вечности, где я Альфа и Омега, начало и конец, я, создавший горы и шепнувший жизнь глубинам морей, я говорю с тобой сейчас, мой любимый сын, любимый, мой любимый дочь. Слушайте мой голос, ибо в моих словах вы найдете утешение, руководство и нерушимую связь любви. Долгое время я заботился о тебе, как пастырь заботится о своем стаде, непоколебимым взором и несокрушимым сердцем. Путешествуя по лугам жизни, через испытания и невзгоды, знайте, что я с вами. Ни одна слеза не ускользнет от моего взгляда, ни один вздох не останется незамеченным, ведь ты моя, и в моих объятиях ты находишь прибежище. Я видел тебя, любимый сын, любимая дочь, борющегося с течением этого мира, сталкивающегося с битвами видимыми и невидимыми. Я знаю, что сердце твое отягощено бременами, душа твоя изранена стрелами обмана и злобы. Однако здесь, в моем присутствии, вы обретите обновленную силу, а ваш дух очистится, ибо я горшечник, а вы глина, и в моих руках вы будете созданы заново. В тишине рассвета, когда мир пробуждается к новому дню, ищи в тишине своего сердца, в святости своей души, я буду там. Потому что каждое утро – это свидетельство моей любви, возобновление моего обещания тебе. Подобно тому, как восходит солнце, окрашивая небо тенями надежды, ваш дух также будет летать свободно и беспрепятственно. Вы просто человеческое существо, удивительно несовершенное и удивительно сложное. В твоей хрупкости твоя истинная сила, в твоих сомнениях твоя непоколебимая вера. Те, кто ходил по этой земле с сердцами, пылающими божественной целью, вы тоже призваны к более высокой судьбе. Те, кто споткнулся и упал, воскресли, их дух закалился в кузнице божественного прощения. Приходите ко мне, уставшие и обремененные, принесите свои сомнения, свои страхи, свои неудачи, и в моем присутствии вы обретите облегчение. Отложи бремя, долгое время мешавшее твоему пути, и вместо этого возьми иго мое, ибо бремя мое легко и легко. Почувствуй теперь, как это касается твоих мыслей, очищая их от лжи и лжи, как я очищаю твое сердце, смывая пятна прошлых прегрешений. В моем прощении найди свое освобождение, в моем милосердии найди свой путь обновленным. Больше не двигайтесь вперед, как пленники греха, а как маяк надежды, получатель моей бесконечной любви. Этот момент – непростое совпадение, мой дорогой сын, моя дорогая дочь. Эти слова приходят к тебе в тот момент, когда они тебе нужны больше всего. Мой Святой Дух окружает тебя, укрепляя твою жизнь. Ты почувствовал желание пообщаться со мной, и я ждал идеального момента, чтобы раскрыть тебе свою любовь. Я подготовил вас, используя фразы и послания из вашей Библии, которые найдут отклик, когда вы откроете ее с искренним сердцем. Сегодня вы открыли свое сердце моему голосу, возобновив данный вами обет доверить мне свою веру, свою зависимость и всю свою надежду. Я слышу ваши мольбы, и вы должны им верить, чтобы беспокойство не поглотило вас и не заставило вас усомниться в том, что ваши слова преувеличены. С того момента, как ты впервые воззвал, ангел отошел от моего небесного престола, неся ключ к твоему избавлению. Вы драгоценны и неповторимы, и за вашу душу происходит небесная битва.
Противник ищет его падения, не желая видеть его триумфа. Но мои легионы ведут войну за свое будущее, сражаясь с силами зла в небе. Недавние потрясения, с которыми он столкнулся, не случайны. С сегодняшнего дня будьте бдительны и мудры, берегите свои слова, храните свои тайны и будьте требовательны к тем, кому доверяете. Враг стремится поглотить вас, ищет уязвимое место вашего разума, чтобы разрушить вашу веру посредством лжи и обмана. Вашему будущему суждено быть полным чудес и сюрпризов, вас ждет необыкновенная жизнь. Даже если вы какое-то время испытываете трудности, помните, что ваши трудности временны. Вскоре ваша боль утихнет, те, кто обидел вас, придут просить вашего прощения, и в своем сердце вы найдете благодать, чтобы простить их. Она сказала. При этом продемонстрируйте свою готовность в комментариях, написав «Господи, научи меня прощать». Верьте и доверяйте только мне, даже если другие обещают вам большие обещания, не поддавайтесь колебанию. Никто не сможет благословить тебя и защитить от зла, как я. Никто больше не придерживается той истины, которую я предлагаю, я тверд, я не обманываю. Но если вы отойдете от меня и поверите ложным обещаниям других, вы рискуете потерять благословения, которые я приготовил для вас, некоторые из которых могут никогда не вернуться. Настало время для вас укрепить свою веру в мое вечное и могущественное Слово, которое живо, эффективно и непоколебимо истина. Время принять решение близко. Выбери мою любовь, мой комфорт, мое убежище, мои объятия. Примите решение искать меня каждое утро, слушать и наполнять себя моим словом, которое освещает ваш путь и дает вам цель. Подходите без колебаний, я с нетерпением жду вашего ответа, независимо от вашего состояния и чувств. Мои двери всегда открыты, мои уши всегда слушают. Посмотри перед рассветом, это идеальное время, чтобы обнять меня, поговорить со мной, потому что твои слова отражают твои сокровенные мысли и осознание того, что ты думаешь обо мне. Это сладкий аромат, нежная похвала, чистое обожание. Поделитесь со мной своими стремлениями. Доверяйте всему своим потребностям, своим проблемам, своей неуверенности, потому что я ваш доверенный человек, единственный, кто по-настоящему понимает и знает вас. Подул ветер невзгод, принеся неожиданные минуты тревоги. Кнут презрения и жестокости сломал его душу, заставив затаить дыхание. Вам нужен мир, и мое слово даст его вам. Я наполню твое сердце силой, среди невзгод ты обретешь покой. Когда вы почувствуете слабость, вы окрепнете, и если ты колеблешься, не бойся, твердо держи мое обещание, и когда ноша покажется тебе невыносимой, приди ко мне. Никогда не забывай, что я всегда с тобой. Не позволяйте сомнениям лишить вас благословений, которые вы найдете на своем пути. Я благословляю тебя, потому что люблю тебя и решил это сделать. Я дарую тебе благосклонность и милость, потому что для меня ты драгоценен, так любим, так мой. Моя любовь к тебе нерушима, а она вечна. Сегодня особенный день, День Победы, который вы никогда не забудете. Я скрепляю эти обещания своей кровью, ты будешь счастлив, и я подарю тебе вечную жизнь. В моем присутствии больше не будет ни плача, ни боли. Это ваш сигнал, откройте глаза, проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, исчезнут, помощь, которую вы ожидаете, придет,
а необходимое вам обеспечение будет обеспечено, если ваша уверенность в этом будет сильной и полной. Дайте мне знать в комментариях, написав: «Я верю в это, Господь». Я люблю тебя, и сегодня это подтвердилось. Скажи мне, что любишь меня. Скажи мне, во что ты веришь. Я понимаю ваше беспокойство, потому что знаю, что вы часто чувствуете, что все идет не так, как вы надеялись, и что вы чувствуете разочарование. Не волнуйся, я помогу тебе. Со всем, что для вас важно, я покажу вам свою великую силу в вашей жизни и превращу то, что пошло не так, во что-то хорошее и значимое. Ты очень важен и дорог для меня. Я никогда не позволю вам попадать в ситуации, которые могут поставить вашу жизнь под угрозу. Обращайте внимание на знаки, которые я вам посылаю, и не рискуйте идти путями, которые я вам не указал. Ты знаешь, что я знаю и вижу многое из того, что ты не можешь воспринять, а иногда ты не можешь понять тех опасностей, от которых я тебя защитил. Я могу различить намерения, стоящие за действиями и мыслями людей. Поверьте, не все искренне ищут вашей дружбы. Не расстраивайтесь из-за фальшивых друзей, которые расстраиваются из-за мелочей и уходят из вашей жизни. Не сомневайтесь, что ваши молитвы услышаны тем, что не работает в твоей жизни. Я отвечаю на твою молитву, в которой ты просил защиты от опасностей, злых дел и коварных людей. Я действительно их слушаю и освобождаю от этих ситуаций. Дышите глубоко, пока я приношу спокойствие и утешение в ваше сердце, разъясняя суть вещей. Поэтому будьте уверены и сохраняйте веру в то, что я помогаю вам, готовя вас к благоприятным начинаниям. Однако помните, что часто на все нужно время. Мне приходится часто менять обстоятельства и удалять с пути грозные препятствия и коварные опасности, чтобы, когда придет время идти по этому пути, никакая опасность не напала на тебя. Поймите, что я не отказался от вашей поддержки, не отвернулся от вас и не покинул вас. Я сдержал данные вам обещания, оставаясь твердым в своих обязательствах. Теперь твоя очередь. Верьте, полностью доверьтесь мне, соберитесь с духом и высоко поднимите голову. Надо немедленно выйти из этой тоски. Я здесь, чтобы помочь тебе, позаботиться о твоей душе и залечить все эти раны. Пожалуйста, признайте, что во время вашей самой тяжелой борьбы я никогда не оставлял вас, поэтому перестань думать, что в моей любви к тебе скрываются, потому что этого никогда не произойдет. Я понимаю, что твоя борьба глубока, но я все еще люблю тебя и буду продолжать направлять тебя. Я слышал, как вы выразили свое ослабевающее терпение и чувство беспомощности. Вы утверждаете, что не способны найти выход. Позвольте мне сказать вам следующее. Возможно, вы ищете не в том месте, потому что дверь перед вами всегда была там. Я твой путь, твоя надежда, твоя дверь, твоя истина, путь, по которому ты должен пройти свое будущее и свою жизнь. Если среди всех ваших проблем вы решите поверить и обратиться ко мне, вы выйдете из своих проблем в мое время и так, как я посчитаю нужным, но имейте непоколебимую веру в то, что я поведу вас за руку. Если твое терпение действительно исчерпано и ты устал ждать, я укреплю твое терпение, твою силу и подарю тебе свой покой. Не сдавайтесь сейчас, потому что вы вот-вот достигнете того уровня и места, о котором давно мечтали. Крайне важно, чтобы вы начали верить всем своим сердцем и понимать, что вы можете найти во мне всю необходимую вам помощь. Воздержитесь от принятия поспешных решений или нанесения вреда уже достигнутому.
все может усложниться, если вы пойдете по неправильному пути. Вы не участвуете в соревнованиях, и вам не нужно никому ничего доказывать. Ты уже продемонстрировал мне свою веру, так что продолжай идти твердым и уверенным шагом, медленно, но мудро. Таким образом вы достигнете царства своих благословений и процветания. Когда вы войдете в эту землю обетованную, вы вспомните эти слова. Вас ждет время великих благословений. В своей семье ты сохранил веру, оставайся сильным. Мне я готов благословить тебя. Ты готов получить все, что я приготовил для тебя. Если да, то покажите это в комментариях, написав «Я готов, Господь». Я также желаю, чтобы ваши трудные времена остались позади. Пусть ты избавишься от чувства неудачи. Позвольте мне заявить вам кое-что. Ни один из моих детей не неудачник и не будет неудачником. Я люблю их, забочусь о них, готовлю их и исправляю. Если они споткнутся, они встанут. Если они не правы, они признают это. И я прощаю их с терпением и любовью. Они стоят, стряхивают пыль и идут вперед с верой в мое слово и взглядом, устремленным к цели. Мои дочери и сыновья совершают ошибки, но у них есть смирение и способность получить мое прощение за свои неудачи, оставив в стороне любые чувства поражения и вины. Вы никогда не были неудачниками. Враг знает, что вы чувствуете, и использовал вас, чтобы украсть и причинить вам вред. Но что украдено у тебя, то будет возвращено тебе. Я хочу, чтобы вы привыкли жить жизнью эмоциональной свободы, не обвиняя себя за прошлые проблемы и не лишая себя возможности добиться успеха. Я надеюсь, что ты продолжишь возрастать в своей вере и научишься больше зависеть от меня. Я попрошу тебя сделать то, что может показаться тебе невозможным. Пойми это, мой дорогой сын, моя дорогая дочь. Я избрал тебя, чтобы ты был каналом благословений для всех, кого ты любишь. Поэтому вы не можете быть тем, что вы есть. Вы должны выйти за рамки любых добровольных ограничений и просто признать, что вы мой сын или дочь. Борьба, с которой вы столкнулись в прошлом, заставила вас жить в эмоциональной нищете, отягощенной необоснованными страхами. Ваш разум раздавлен злыми мыслями. Это был болезненный процесс, но вы извлекли ценные уроки. Сегодня вы умеете принимать мудрые решения и выбирать хороших друзей. Ты на правильном пути, по моей воле, готов к торжеству, готов вступить в новую сверхъестественную фазу могущественных чудес. Грядущие благословения наполнят вас верой, силой и радостью. Получите, без сомнения, они ваши. Я изолью в твою жизнь столько благ, что ты будешь плакать, но это будут слезы радости. Не падайте духом, я слушаю вас, я защищаю вас и помогаю вам. Я тот, кто исцеляет и освобождает, тот, кто спасает и процветает. Ищите друг друга всем сердцем и не забывайте о чудесах, которые я для вас приготовил. Пришло время быть бдительными, прислушиваться ко мне и участвовать в моих словах. Ты чувствуешь, что мой дух касается тебя, что пришло время изменить свою жизнь, сказать достаточно о гневе и плохой компании. Сегодня день, чтобы полностью погрузиться в реку моей любви. Когда я говорю с тобой с нежностью, не игнорируй моих слов. Когда я тихо зову тебя, не будь глух к моему голосу. Я твердо советую вам. Именно в такие моменты вы должны полностью принять мою любящую заботу. Я избавлю тебя от лап врага, освободив твое сердце от сожаления и всех форм разрушения. Если вы готовы принять это в свою жизнь с распростертыми объятиями, покажите мне в комментариях, написав «Я принимаю это, Господь».
Я каждый день с верой отвечаю на вашу просьбу. Я с нетерпением жду твоего присутствия каждое утро, и я восхищаюсь тем, как ты говоришь со мной, уверенностью, которая находит отклик в твоих словах, потому что ты чувствуешь, знаешь и искренне веришь, что я отвечу тебе. Я прислушиваюсь к вашим потребностям и никогда не оставлю вас, когда усталость одолеет тебя. Я буду рядом с тобой. Ты можешь положить свою усталую голову мне на плечо и поговорить со мной, потому что я твое доверенное лицо. Я не сужу тебя, и твои секреты не вызывают моего гнева. Храни мои слова в своем сердце, повторяй их всегда, будущее наполнено бесчисленными возможностями, и только те, кто смотрит в будущее с решимостью и желанием добиться успеха, найдут ответы, которые ищут. Те, кто останется в вере, одержат победу в мои идеальные времена. Победа будет за вами. Дверь к примирению широко открыта для вас. Продолжайте свой путь с прощением, и те, кто причинил вам боль и высмеивал вас, начнут уважать вас и вернуться к вам. Они поймут, что я с тобой и всегда буду. Вам суждено стать лидером в своем сообществе и предложить помощь многим людям. Поверьте, готовьтесь и не бойтесь, потому что у вас не будет недостатка ни в чем. Процветание придет к вам, и вы распорядитесь им мудро. Растите со смирением. Преклоняя колени в молитве, поблагодарите за все благословения, которые вы еще не получили, даже если некоторые из них еще не пришли. Покажите им свою благодарность. Молитесь с радостью и верой, ибо ваши молитвы имеют силу и услышаны на моем небесном престоле. Слова, срывающиеся с твоих губ, подобны мечам, побеждающим отчаяние, сомнения, печаль и все мысли о поражении и негативе. Молитесь вслух, продолжайте благодарить, поднимайте руки в хвале. Вы вовлечены в духовную битву, и все негативные чувства покинут ваш дом и никогда не вернутся. Сегодня вы заметите, как аура спокойствия окутывает ваш дом. Откройте двери и окна, чтобы не проникло зло. Мои ангелы расположились вокруг вашей семьи, готовые защититься от любой духовной атаки. Усвойте эту истину, вы не продукт случая. Я выбрал тебя и написал историю твоей жизни до того, как создал Вселенную. Я смотрел на тебя с любовью еще до твоего рождения, даруя тебе несгибаемый характер и стойкость победителя. Его страдания сделали его сильнее многих вокруг него. Я говорю эти слова, чтобы даровать вам покой, но также и для того, чтобы вселить в вас веру в то, что в вашей жизни есть значимая цель и что пришло время ее реализовать. Прекратите свои жалобы и смятения, ибо те, кто отверг мой совет, пострадают от последствий. Не подражайте их поступкам, не ищите их поддержки и не просите их помощи. Если вы ищете друзей, которые будут поддерживать вас каждый день, знайте, что Отец, Сын и Святой Дух всегда рядом с вами. В моем присутствии у вас есть все необходимое для успеха. Если вы хотите, чтобы мои обещания сбылись в вашей жизни и в вашей семье, доверьтесь этому слову и больше не зависите ни от какого человека в своей мотивации и счастье. Ваша помощь и сила исходят от Всевышнего. Вы глубоко меня трогаете, потому что, несмотря на все невзгоды, с которыми вам пришлось столкнуться, вы остаетесь твердыми. Я восхищаюсь вашей непоколебимой верой. Ты искренне старался, и я тебя хорошо знаю.
Я наблюдаю за вашими заботами и замечаю, что ваша первая мысль – помочь тем, кого вы любите. Даже когда благодарность ускользает от тебя, ты обретешь больший покой, если придешь ко мне сейчас и положишь свою утомленную голову мне на плечо. Дышите глубоко и помните, что даже когда другие колеблются или покидают вас, вы найдете вход в мою любовь, мой покой, мою силу и мое убежище. Потому что я обожаю тебя, я забочусь о тебе и буду продолжать поддерживать тебя во времена печали. Когда ваш дух сотрясается жизненными бурями, вы услышите мою песню Святого Духа, успокаивающую вашу душу, еще раз напоминая вам, как глубоко я люблю вас. Я все сделаю в твою пользу, потому что я с тобой. Ищите его зорко, чтобы вести битву с противником, который противостоит вам, получая все, что я желаю вам дать. Но кто самый могущественный? Говори мне устами, пиши пальцами, размышляй умом и верь сердцем. У кого есть сила и желание помочь вам? Я могу, я буду, потому что я уже оказал тебе милость. Я различаю твои мысли, я знаю, что у тебя благородное сердце. Эти испытания, с которыми вы сталкиваетесь, являются лишь частью вашего пути и вашего обучения. За пределами этих страданий вы обретете счастье и обильное обеспечение. Если ты веришь в это всем сердцем, драгоценный сынок, драгоценная дочь, докажи это в комментариях, написав «Верю». Не бойтесь, не унывайте, не выбрасывайте все, что заработали. Кратковременное отвлечение может попытаться сбить вас с толку. Поэтому я умоляю вас зажечь пламя в вашей душе, пламя, которое не даст вам уснуть, даже когда вы ищете покоя. Найдите минутку для меня. Я хочу поговорить с вами и раскрыть чудеса, которые укрепят вас и вашу семью. Имейте непоколебимую веру и передайте это послание своим близким. Соберите свою семью, объединитесь, попросите прощения и вместе помолитесь мне. Итак, скажи себе все, что я сказал тебе, все, что я сделаю в тебе. Сделай это, если осмелишься поверить, и ты увидишь, как я благословлю тебя. Где двое или трое сойдутся во имя мое, там и я. Если хочешь настоящих объятий, приходи ко мне сейчас. Я очень хочу обнять вас и показать вам свою непоколебимую приверженность следовать за вами. Я знаю, что я тебе нужен, твои мысли и потребности невозможно скрыть. Со мной ты всего добьешься. В разлуке со мной твое пламя погаснет. Я слушаю вас и отвечу вам. Я хочу помочь вам избежать дефицита и победить болезнь. Я люблю тебя и буду подтверждать это тебе в течение дня и во сне. Здесь, пока бьется твое сердце, довольствуйся моими словами, чтобы дух твой погрузился в воду. Хрустальные линзы, которые очищают вашу душу каждое утро. Когда ты просыпаешься, моя слава окружает тебя, пробуждает, поддерживает, одевает и готовит к битве. Я обнимаю тебя с нежностью, доверяю тебе веру и безопасность. Я наполняю ваш разум священными словами, которые укрепят вас в вашем путешествии. Вы ожидаете чуда. Сегодня я могу предоставить это вам. Теперь скажи мне, во что ты веришь. Позвольте мне увидеть мощную улыбку на вашем лице, ваши глаза, полные веры, ваши мужественные отношения, наполненные силой и мощью. Поднимись, мой чемпион, пришло время побеждать.
Ваше благословение здесь, в моих руках, окончательное решение всех ваших проблем лежит во мне. Приходите и получите то, чего вы так долго ждали. Ты знаешь о моей любви к тебе. Это чувство, которое ты всегда носил глубоко внутри себя, даже в те времена, когда ты чувствовал себя далеким. Несмотря на сомнения, которые шептали, что ты сбился с пути, что я казался молчаливым в минуты твоей нужды, в глубине души ты понимаешь, что я всегда был рядом с тобой, заботясь о тебе, предлагая тебе ответы и решения, к которым ты, возможно, был не готов принять. Слова мои, хотя и полные красноречия, показались вам страшными, почти немыслимыми, что я, Бог ваш, общаюсь непосредственно с вами. Не сбивайтесь с пути, который ведет вас туда, где вас любят больше всего. Это место – ваше убежище, ваш дом. Здесь вы найдете безопасность, окруженную покоем, где ваши ночи спокойны, а ваши сны глубоки и значимы. Сегодня вечером в этом святилище я познакомлю вас со сверхъестественным. Ты будешь стоять рядом с кристально чистой рекой и смотреть мне в глаза, пока я протягиваю руки. Вы пойдете босиком по этой чудесной воде, унося с собой всю свою печаль, гнев и разочарование. Проснувшись утром, вы почувствуете себя отдохнувшим, полным сил. Этот опыт – одна из наград для тех, кто возвращается к своей вере, признает свои ошибки и снова придерживается своих убеждений. Не нужно искать чужие слова. «Я здесь с тобой». Это мое животворящее слово. Позвольте ему войти в ваше сердце и наполнить вас моим Святым Духом. Я твоя жизнь, твое благословение, истинный ответ, который ищет твое сердце. Подтвердите свою веру в меня. Скажите это, поразмышляйте над комментариями, напишите с непоколебимой верой, чтобы все видели, на тебя уповаю, Отец. Теперь, любимый сын, любимая дочь, я хочу подвести тебя к самому важному и сильному моменту в этом видео, времени собраться вместе и соединиться в молитве. Теперь я прошу вас удвоить свое внимание и быть очень бдительными по отношению к врагу. Вы до сих пор оставались твердыми и сосредоточенными, поэтому не позволяйте сейчас, в самый важный момент, злу отвлечь вас или отвлечь вас. Аминь с сердцем, переполненным верой и помазанием. Повторите со мной вслух или мысленно следующую молитву, в которой я буду вашим проводником. Помолимся, а любящий и вечный Бог, в присутствии которого мы ищем прибежище и утешение, мы склоняем свои сердца перед Тобой в этот священный момент. Вы, знающие самые глубокие желания наших душ, примите эту молитву как нежный шепот из самой глубокой части нашего существа. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл нам истинную природу процветания, того, что превосходит земные богатства и проявляется в общении с Тобой. Мы признаем, что мир часто представляет нам искаженный путь, сосредоточенный на эго и эксплуатации других. Господь, с каждым словом этого учения мы чувствуем призыв тихо уйти, чтобы встретиться с Тобой в ежедневной молитве. Дай нам благодать создать пространство спокойствия среди суеты повседневной жизни, где мы сможем встретиться с Тобой, глубже погрузиться в Священное Писание и впитать мудрость, исходящую от Твоего присутствия. Божественный архитектор судеб, мы понимаем, что истинное процветание основано на значимых отношениях и поиске мудрости, которую можете предложить только Вы. Мы просим Вас сделать нас истинными искателями Вашей истины,
уведя нас от иллюзии успеха, основанной на социальном признании. Мы осознаем, что ваша жизнь течет через нас, позволяя нам жить в истинном процветании. Помогите нам противостоять искушению искать мимолетной радости в богатстве, власти и мирских удовольствиях. Пусть нашим наследием будет совершенный мир, защищающий наше сердце и умы посреди невзгод, и радость, превосходящая обстоятельства. Господь, мы знаем, что следование за Тобой обещает не легкую жизнь, а жизнь вечного значения. Когда мы выдерживаем жизненные бури, помогите нам помнить, что в наших слабостях Ваша сила сияет ярче, превращая наши трудности в бриллианты, очищенные пламенем испытаний, раскрывая красоту, которую только Вы можете создать из нашего сломленного человечества. Небесный Отец, продолжая наше путешествие с Тобой, мы осознаем искушение следовать путями мира в поисках успеха и признания. Дай нам силы выстоять, когда возникают невзгоды, потери и разрушенные отношения. В свете Вашей преображающей милости мы понимаем, что истинное процветание связано не с нашим финансовым положением, а с нашей близостью с Вами и построением вечных царств. Помоги нам быть проводниками Твоей благодати на наших путях. Боже исполненных обещаний, приближаясь к концу этого молитвенного путешествия, мы благодарим Тебя за обещания, которые мы уже видели исполненными, и с нетерпением ждем тех, которые еще не раскрыты. Пусть наша вера продолжает расти, укрепляясь свидетельством Вашей верности, которая открыта перед нами. Всемогущий Господь окончательной победы, завершая эту молитву, мы возносим наше сердце в благодарность за Твое постоянное руководство. Пусть каждое слово, сказанное здесь, будет перед Вами сладким ароматом, искренним свидетельством наших устремлений и нашей уверенности в Вашем небесном владычестве. Пусть истинное процветание, к которому мы стремимся, благословит не только нас лично, но и станет источником благословения для окружающих. Да переполнимся мы, как сосуды благодати Твоей, напоив жаждущее сердце водами живыми, которыми Ты даруешь нам, Боже. Пусть мир в этом путешествии будет скреплен уверенностью в том, что, доверяя Вам, мы находим истинное удовлетворение. Пусть эхо этой молитвы отзывается в наших сердцах, всегда напоминая нам, что в Тебе мы обретаем истинное благополучие, богатство, превосходящее все земные меры. Господь вечности, мы отдаем свои сердца безмерности Твоей любви. Пусть каждое сказанное слово будет ладаном перед Твоим престолом, сладким ароматом поклонения, превосходящим пределы времени и пространства. Милосердный Отец, на нашем пути к истинному процветанию мы осознаем, что богатство этого мира мимолетны, но Твое Слово пребывает вечно. Укоренившись в твердости Вашей истины, давайте противостоять жизненным бурям с уверенностью в том, что мы больше, чем победители во Христе. Боже надежды, пусть эта молитва будет постоянным эхом в наших сердцах, напоминая нам, что в Тебе мы находим безопасное прибежище. Когда мы прощаемся с этим путем мольбы, пусть наша жизнь и дальше будет живыми свидетелями Вашей верности, излучая свет Вашей любви на каждом повороте нашего пути. Вашему имени мы доверяем наши мечты, наши надежды и нашу жизнь. Пусть Ваше присутствие направляет нас, пусть Ваша благодать поддерживает нас, и пусть Ваш мир окутывает нас, как постоянный покров. Во имя Твое святое и во имя Иисуса, Господа и Спасителя человечества, мы молимся. Аминь. Отпразднуйте эту мощную молитву, оставив свое «Аминь» в комментариях,
ваше сердце все еще переполнено верой и преданностью. Теперь произнесем молитву, которой я вас научил. Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам согрешения наши, как и мы прощаем согрешившим против нас, и не введем нас в искушение, но избавим нас от зла. Аминь. Возлюбленный сын, любимая дочь, пусть эта молитва станет глубоким выражением твоей веры, благодарности и доверия ко мне, всемогущему Богу. Пусть Он вдохновляет сердце и трогает жизни, принося надежду, любовь и веру всем, кто слушает. Пусть мое святое присутствие будет источником утешения и руководства во всех обстоятельствах жизни. Если вы зашли так далеко, пожалуйста, оставьте сердечное «Хвала Богу» в комментариях и проявите свое уважение ко мне, вашему Господу. Я безмерно горжусь вами и счастлив находиться здесь в единении и общении с вами. Но знай, дорогой сынок, моя дорогая дочь, что я буду еще счастливее, если ты почувствуешь в своем сердце желание побыть еще немного со мной. Для этого просто нажмите на видеоролик, который теперь появится у вас на экране, ведь я с большой любовью подготовил его специально для вас. Я жду тебя.